На повороте у нас фотоловушка. Раньше, между прочим, здесь большой завал был. Потом этот завал уплыл. Короче, фотоловушку забираю. Не знаю, подходил он или нет. Фотоловушка целая. Да, подходил вроде. Кто-то был. Лиса, наверное, была. Лиса точно была. Так, быстро забираем и уходим. Лисы надоели. Медведя. Только лисы. Медведь не приходил. Фу, запах, конечно, тут. Капец, блядь. Надо быстро отсюда свалить. Да, пировали тут лисы. Как и говорил, тут были лисы, но не медведь. Но сейчас я сразу же выложу, или чуть позже, в общем, посмотрите все файлы, которые здесь есть. Некоторые крутенькие какие-то, некоторые нормально так, все видно. Да, значит, медведь, короче, съел и ушел. А тут уже доедают все остальные. Очень много помета осталось. Короче, к сожалению, запах, конечно, тут. Свежих следов так и медведя нету. Основную тушу, наверное, туда куда-то волок. Собака ушла куда-то. Вон там ел, наверное. Короче, растаскал, он туда идет, поднимается еще. Ружье, блядь, не взял. Вот следы лощей тоже. Запах везде, фу, блядь. Брусникой питался, смотрите. Или может просто он туда-сюда ходил. Запах мочи вот как будто в основном. Да. Тула. А, тут еще шкура. А, вот шкура, ребят. Лося сюда вообще он притащил. Полную тушу сюда. Здесь он, в общем, доел. Ружье не топор не взял. Дурной. Кости, копыта. Фотографирую тоже.
челюсть. Ну, все понятно. Вон там еще вторая копыта. Все, валим отсюда. Тула, пошли. Нафиг. Пошли, лах, тула. Все обоссано. Вот именно вот сакой пахнет. Мочой отмечал, как будто вот. Не шутим, может он еще здесь. Может давно ушел. Запах серьезный тут. Именно мочой пахнет. Кто не придет, все, наверное, отмечают. Нам тоже, что ли, поссать тулана? Напоследок. Шкура есть тут для зверьков. Как бы могут еще долго питаться. Росомахи и эти, как сказать, лисы, куницы. Ой, никогда не привыкну к этому. Никогда. Сколько бы я не охотился, много чего тоже видел, но встречи с медведем, блядь, всегда в шоковом состоянии нахожусь. Вот сейчас туда тоже без ружья пошел. А вдруг? Случаи-то разные бывают. А может и ушел уже он где-то, хрен пойми где. Может берлогу уже копает. Скоро зима будет. Ну все, фотоловушку забрал. Идем дальше. Или чай сразу попить здесь. Чай попью. Поплывем дальше. Дождь-то начинается, то прекращается. Я сейчас еду вот и думаю, как я вообще добрался до избушки. Я уже замучался сегодня плыть. Или перегруз у меня из-за этого. Чага, все это дело. Веса больше, конечно, чем поднимался. Ладно, сейчас попью чай и поедем. Ну, что будет, фотоловушка там, посмотрите. Немножко, на все равно хоть что-то. Бывает, попадаю. Вот, конечно же, когда вот здесь, скажем, лось лежит, и тогда вот фотоловушку поставил, как он тащил все это дело. Было бы интереснее посмотреть. Ну, как-нибудь другой раз. Это не последний лось. Таких еще будет. Уже как бы первый это олень был несколько лет назад. Это получается лось. Лис, это много здесь, пару штук здесь. Что шпионы шпионят. Уже пышные такие. Тула, давай чай пить.
На. Щай. Щай. Остатки рыбам. Прикормка. Щай. Значит, основные зверьки там тоже доедают. Здесь-то уже ничего не осталось. Но тогда я побоялся туда пойти. Без ружья, без ничего. Да и как-то не по себе. Можно было там установить фотоловушку. Там, может, ярче получились бы кадры. Но страшновато, конечно. Зверь он есть зверь. Нафиг. Давай, садись. Поехали. Чай попил. Прям затошнило от этого запаха мочи. Капец, ребят. Вот это зверье тут, конечно, отмечали тут свои территории. Ладно, весной фотоловушки поставим, посмотрим, где он будет ходить. Так, здесь мелко, вон там. Запущу двигатель, поедем. Один раз вот тут пешком перешел в болотных сапогах. И в той стороне вообще, блядь, чуть-чуть и терпнул воду. Капец. Потом, да, с туланом будем. Потом тулан не приходит, блин, где он? Я-моё. Ждал. Но ноги начали мерзнуть. Ай, ну нафиг. Ну, короче, догонит. Пошел я по другому берегу уже. До сюда вам приходили. Это далековато. И вообще по другому берегу я пошел. И также надо уже обратно было переходить речку. И тоже иду. И остается вот столько, наверное, до берега. И там яма, такая глубина. Вроде кажется, что не глубоко. И вот тоже как бы уже прижал вот это все. И все равно черпнул. Опять весь сырой в воде. Короче, целый день я бродил. Такой вот был ходовая охота тоже вдоль реки. И целый день я вообще весь сырой ходил. Ноги вроде, когда черпнешь воду холодную, даже тепло становится, жарко. И
Думаю, вот когда в крещенские морозы купаются, наверное, из воды, когда выходят люди, то... О, утка. Вон она, утка. Не улетает. Вот такие дела. Подранок, я не знаю. В общем, не улетает. Ну что, ребят, вот она утка, шилохвость, вам помог. Ну все, хватит, Тула, успокойте. Ну сейчас, да, место. Добыли утку. Мон, воде, мон. И думаю, ребят, вот один раз я вам показывал, как я добывал на дороге. Был случай, также с этой избы ходил по дороге, и там в луже, оказывается, утка была. И он взлетел, и на меня прилетел, короче, я выстрелил, он упал. Там свияж был, и тоже очень-очень жирная утка. Этот тоже шилохвост, как бы очень-очень тяжелый, жирный. Наверное, из-за того, что у него много жира, у него может летать, или я не знаю, по какой причине. Они до такой степени ожиревают, наверное, что взлетать не могут. Или по какой-то другой причине, что я не догадываюсь. Вот. Ладно, все хорошо. Заехал я на пень. Кружится, вертится. Ну, думал, все, капец. Бывает, весло не достает. На пень заезжаешь, вон она. И этот. Потом кружишься, никак не можешь этот. Тут что-то происходит. Ай-яй. Короче, ситуация такая. Но выбрались. Даже скажу вам, легко. Вот, бывают большие пни, не замечаешь, заходишь туда на пень. И все, туда не сюда. Еще весло, если не достает, до берега лодка не достает. Это самая страшная ситуация. Короче, вот балаклава, блин, упала с кармана. Весь сырой. Вечереет уже. Очень тяжелый путь. Даже по течению. Просто офигеть. Тут надо проскочить. В прошлом году здесь затор хуже был. Но большинство ушло, но все равно. В будущем году не знаю, что будет.
Воды нет, блядь, негде ехать. Ты почувствовал. Сейчас застряну, ё-моё. Мина. Вот видите, как глохнет. Нехорошо глохнет. Засорился карбюратор. Чистить надо. Так, ладно. За елку. Не за воду лучше. Поедем. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Тара-тара-тара-тара. Тара-тара-тара-тара. Утка взлетела. Вторая утка за сегодня. Тут сидел. Одного видел, может и несколько было. Не знаю. Вроде кряквы. Хвост белый.
С берега вот уходит лес. Вот и такая картина. Репина. Понятное дело, надо пилить, шинковать. Вот именно вот эти и те. Но я уже до такой степени устал, что не хочется даже и пилу брать в руки. Ну это еще вот последний такой завал. Сейчас пройду. Там потом легче будет. После этого уже выйду на большую реку. Там уже включусь, ребят, у первой избы. Там все равно надо остановиться, там тулана на цепь посадить. Скажем, если так я доеду до дома, то оно бежит. Ищи, свищи потом его. Вот. Чуть-чуть не повезло, конечно, с погодой. Дождь идет. Вчера хороший день был. Завтра не знаю. Но завтра уже нам не интересно. Завтра уже я буду дома. Надеюсь, сегодня доберемся. Сейчас вручную здесь проплыву до туда. И потом снова, воду опять перестал брать. Короче, летом шинковали, видать, ходили. Иначе удачи не видать, ребят. Хочешь хариуса, придется пилить. Недаром этот хариус не нужен. Мучение, езда, это убывание техники, лодочных моторов, которые стоят, блядь, не меньше 100 тысяч. Ради 10 таких хариусов. Нет, лучше пешком, чем на лодке. Или вообще я не пойду. Нафиг. Ходил, я вам показал, 2 штуки поймал, там пожарил в избушке. Когда первый раз пешком ходил. Ладно, надо идти дальше. Хуже становится погода. Тоже без болтовни, ребят, тоже как-то фильм неинтересный будет. Как это без комментариев. Надо что-то рассказать, показать. Что вы у некоторых каналов смотрите, все гладко, все получается. Я показываю, как есть, как прошел вот этот завал. Весной увидимся, посмотрим, что как будет. Может, еще больше завал будет. Да. Будет и будет. Проскочим, перепрыгнем, разгон возьмем, перепрыгнем и все. Никаких проблем нету. Я думаю, смоет или развернет. Посмотрим. Здесь тоже хрен пойми что. Течением вон там выроет все. Природа сама сделает, что ему надо. А мы иногда помогаем. Бензопилой чистим. Такие вот ворота. Прикинь, если вот на тебя так, и все, кончен бой, чах огонь. Что толку сейчас вот здесь я спилю, если с корнями он там? Бесполезно. Пускай вот так лучше, может, как-то развернет. Самое главное, чтобы большая вода была. Будет большая вода, будет изменение на реке. Нет, так все останется так же. Ничего не изменится. Вот и все дела. Ну, немножко поснимал путь. Там толку снимать. Ох. Немножко должны понять. Ой. И поверить, что путь нелегкий на лодке, но преодолеваемый. Что
Конечно, лучше. Может, сейчас дожди начнутся и вода поднимется. Вода поднимется, потом и лед станет. Можно везде перейти пешком вброд. Там поглубже будет, потом заведу, на мотор пойду. В общем, включусь на первой избушке. Перекур организую там. Первая избушка. Доехали до первой избы. Дождь, короче. Еще больше стал идти. Такие дела. Сейчас небольшой перекур. И поедем дальше. Под навесом немножко побуду. Сижу. Выехал на большую речку. И местами тоже мелко. Далеко не надо ходить. Вот здесь от избушки там 200 метров. Приходится мотор поднимать. Ну и там дальше также. На одной из избушек охотник там. Но он даже в основном ягоды собирает. Рыбак, охотник. И на сбор ягод осенью приходит в избушку. Вот. Ладно, ребят. Дальше уже снимать точно сегодня не стану ничего. Спасибо вам за ваши просмотры, за вашу поддержку, за лайки, дизлайки. Спасибо всем, кто только что подписался. Вот такой был осенний поход на вторую охотничью мою избушку. Но поход еще не закончился. Давайте сделаем так. Это был первый фильм. Еще будет второй фильм. Уже я, наверное, без тулана еще туда сгоняю. Как получится. Если пешком пойду весь путь, то тулана возьму. Да нет, наверное, без тулана лучше. Лучше без тулана. Потому что глухарей пока не, ну, наверное, может и не будет, а лучше посвящу рябчиков, там может что-то получится. Это уже будет второй фильм. Как будет, вы уже посмотрите. Так что не спешите отписываться. От этой избы, возможно, еще охота тоже будет. Но по времени посмотрим, как много будет у меня свободного времени. Конечно же, все силы я сейчас ставлю именно на осеннюю охоту. Я практически никуда не ходил в летний период. Я имею в виду на рыбалку никуда. Не хочется выходить даже в лес. Очень много комаров, овада, жарко. Вот. А сейчас по возможности каждое свободное время стараюсь ходить на охоту. Именно на охоту. Ну, рыбалка это успеется еще. Рыбачим круглый год. А охота, вот она сейчас уже скоро закончится. Еще буквально там полмесяца и уже выпадет снег. И там уже косачи, если будут, а нет, так все, охота, можно сказать, закрыта будет. Для меня. Потом мне не интересно ходить с ружьем зимой, если нету косачей, за рябчиком точно бегать как-то. Если много их будет, конечно, а так. Вот. Ну, такой поход пока. Не пустые, поймали рыбу,
И нормально так настрелял рябчиков. По нынешним меркам, что прошлые года были, вообще, можно сказать, пустой возвращался. Ну, просто птиц нету, чтобы кого-то добывать. Глухарей тоже в этом году. Что-то, где я охочусь, там, ну, нету. За сколько я дней? 9 дней там был. Получилось видеть там 3 или 4 максимум вот этих глухарей. Это несерьезно. В день я стрелял там по 3 штуки. Я за всю охоту там видеть такое количество, это смешно, конечно. Вот. Все. Поехал я дальше, погнал. Ждите продолжения. До новых встреч. Спасибо вам еще раз. Туда надо ехать. Как-нибудь другой раз снова я приеду сюда. Охота на рябчиков еще будет. Все, пока, давай, изба. И мы погнали. Пошли, Тулан. Пошли, мам. Флаг.